Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчук, глава Ассоциации гагаузских общин Украины. С ним мы поговорим о том, как Одесса и Одесская область переживают удары, авиаудары со стороны России, которые не прекращаются уже, вот участились, да, чего ждать дальше и как Одесса переживает эти нелегкие времена. Господин Демчук, приветствую вас. Приветствую, Боназива, Заман Хайровсон, витаю. Заман Хайровсон, витаю, да, мы вас тоже витаем. Господин Демчук, как бы мы видим, что участились, да, мы зимой видели, помним, да, Одессу бомбили практически постоянно, сейчас опять участились, 10 числа были прилеты, вот этой ночью было неспокойно в Одессе, были удары, насколько я понимаю, калибрами, да, этими ракетами российскими, одни из дорогих ракет. По Сергеевке был недавно прилет, Сергеевка знакомая всем бессарабцам и людям, гражданам Молдовы, место. С чем вы это связываете? Почему Путин участил это все? Чего он хочет добиться? Украина начала контрнаступление, и все фронты, на всех фронтах, и на Восточном, и на Южном, мы называем Восточный и Южный фронт, на обоих фронтах сегодня первые этапы контрнаступательных мероприятий идут. Украина вошла в активную фазу войны, потому что январь, февраль, март были относительно спокойны для нас, потому что были не постоянные попытки наступательных операций со стороны армии агрессора. Но последнюю неделю вы видите, что и Запорожская область, и Донецкая область, два основных фронта, пошли массовые контрнаступательные операции украинской армии для практически первой недели. И этим самым как бы мы вошли в этап активной фазы, очень активной фазы войны. Я думаю, что после этого, к сожалению, Украину ждет что-то наподобие похожего начала войны, там февраль, март, апрель, май месяц прошлого года. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Очень активная фаза военных действий с массовыми наступательными, контрнаступательными, оборонительными мероприятиями, то есть множеством, к сожалению, погибших на фронтах. И, соответственно, и как тогда, так и сейчас российская армия бессмысленно, ожесточенно, не разделяя ни гражданские, ни военные, ни инфраструктурные объекты, будет массово. Если вы помните прошлый год, февраль-март месяц, апрель месяц, май месяц, до 9 мая включительно, Одесская область массово подвергалась и авиаударам, да, и ударами калибрами. Кстати, удары 4 калибра в эту ночь, они были не воздушные, они были, пуски их были с морских, то есть с военных кораблей. В Черном море, так понимаю, да? Или в Каспийском? Да. В Черном море. В Черном море. С Каспийского моря это было у нас 10 числа, были пуски с Каспийского моря. А сейчас это были непосредственно пуски эту ночь с морских кораблей. И вы, кстати, увидите, это центр города, это проспект Шевченко. Хорошо, а вот Шевченко... Да, есть погибшие, безусловно, и это мы видим, вот Кривой Рог, да, опять же, недавно, это продолжается. Кривой Рог, это вообще ужасно, это авиаудары, понимаете, и удары в основном по гражданским объектам. Мы не понимаем смысл, мы-то уже привыкли, к сожалению, к этому, но смысл этих авиаударов, когда общежитие в Кривом Роге, там жилые кварталы Днепропетровска, дома целые, помните, 27 погибших в Запорожье. У нас 10 числа 3 человека погибло, сегодня опять 3 человека. В прошлый раз 17 было раненых, сейчас 13 раненых в эту ночь. Полностью обстрел, вы видите видео. Это жилые кварталы, жилые дома, да, бизнес-центр рядом, но и жилые кварталы. Кстати, знаменитый, по соседству находится знаменитый политехнический университет Одесский, тоже пострадал.
на 3-4, это вот, кстати, его показывают там сбоку, напротив этого здания, политехнический университет, там практически на 5 этажах повыбивали все окна. Такая ударная волна была. Хорошо, а вот это давление на население, психологическая атака, чтобы население, граждане Украины начали, не знаю, там, просить о мире и сели за стол переговоров. В чем вы видите логику этого всего? Вы знаете, логики мы не видим. Во-первых, вот одесситы ненавидят Россию, российскую. Если когда-то, до 2014 года, это был, можно сказать, симпатизирующий России город, то сегодня никого нету. Даже вот мои знакомые, такие пророссийские, ярые, которые пророссийские были еще до 22 года, даже они уже ненавидят Россию. Просто ненавидят. Потому что уму непостижимо то, что творит российская армия. Ну какой смысл поднимать военные самолеты над Каспийским морем, чтобы убивать гражданское население, рушить гражданские дома? Понимаете? Какой смысл в этом? Как это можно понять? Причем он, получается, если даже это месть Путина, то он как бы бьет в основном по русскоязычным, да, это Одесса та же русскоязычная, да, то есть Запорожье, Донецк. Запорожье, Днепропетровск. Эту ночь, кстати, Краматорск тоже подвергся, ну там С-300 ракеты были, удары ракетами С-300. Харьковская область, Купинский район постоянно. То есть именно регионы, где живут русскоязычное население. Да. А вот дальше, понятное дело, что вот это же все нужно будет восстанавливать. Мы понимаем, что это очень серьезный урон инфраструктуре, прежде всего гражданской. То есть и пока идут эти боевые действия, пока есть опасность прилетов, это как бы в Украине просто нет смысла это все восстанавливать, ну как бы в долгосрочной перспективе. Как с этим быть дальше? Восстановим. Восстановительные процессы пошли. Вот смотрите, Буча и Ирпень. Да. В мае месяце прошлого года, вот показательно, в мае месяце прошлого года был изгнан оттуда оккупант. Сегодня практически процентов на 70-80 эти города восстановлены. Восстановлены не просто восстановлены дома. Посмотрите, вот, зайдите в YouTube, посмотрите, практически все дома восстановлены мосты. То есть Украина показала, что она за год может восстановить те города, те, которые подверглись, которые Буча и Ирпень, там на 70-80% был уничтожен город, пострадал город. То есть и за год Украина это восстановила, Украина показала, что она может. Украина может воевать, Украина может давать отпор агрессии. Украина сейчас покажет, что она может контрнаступать, может освобождать свои территории. После Харьковской операции, да, уже эффекта внезапности не будет тяжелее, но то, что за неделю освободили около десятка сел, за неделю всего лишь, это большой показатель. И то, что российская армия бежит в панике, это тоже большой показатель. Потому что украинский народ, украинская армия мотивированы. У украинского народа, у украинской армии есть мотивация. У российской армии я не вижу мотивации. Смысла войны, смысла погибать российскому солдату вообще нет никакого в Украине. Этим вопросом задаются все, и никак не можем понять, что российский солдат вообще ищет на украинской земле. Как бы. Ну, вот это, да, вопрос, который остается без ответа. Вспоминая вот эту вот рукотворную трагедию, да, подрыв дамбы Каховской ГЭС, это как-то сказалось на Одессе, на Одесской области? Как это сказалось? Если, ну, очевидно сказалось. Ну да, конечно, очень сказалось. Все уже знают, что последнюю неделю весь мусор, там, домашняя утварь, очень много домашних животных, на мебели, на древесине, на кусках там соломы, собак. Вы видели массово, потому что людей более-менее спасли, человек сам себе может иногда помочь. Но животные, собаки, кошки, они не могут себе помочь. И вы видели ужас в глазах животных. Ужас в глазах животных, это, ну, вы знаете, человек много чего понимает, а животное не понимает, что с ним произошло. Оно просто в ужасе, в состоянии шока. Ну,
Я понимаю, что российская армия параллельно, она своих солдат не бережет, не то, что там думать за животных украинских. Мгм. Но сегодня действительно Одесское побережье полностью загрязнено. Идут очистительные работы. Вода, слава богу, последние 2-3 дня идет на убыль. Соответственно, мы надеемся, что уже за неделю, за пару недель мы все приберем, все уберем. Коммунальные службы очень хорошо работают, это, по крайней мере, в городе Одессе, там и в соседних городах Черноморский и Южный. Пару недель мы восстановим экоинфраструктуру наше побережье Одесского региона. Ну, то есть Одесса надеется в этом году еще открыть пляжный сезон, я правильно понимаю? Или? Ну, одесситов трудно сломать. Они прошлый пляжный сезон под обстрелами не уходили, понимаете, а тут как бы мало того, выход на море, вход в море до сих пор запрещен. Как бы готовилась местными областными властями и городскими властями готовилось постановление, согласно которому приспособленные пляжи, где там, которые там прошли минеры и тому подобное, в этом году должны были быть уже открыты. То есть доступ на пляжи, на некоторые пляжи должен был быть разрешен. Но вот херсонская трагедия чуть-чуть, я думаю, что отсрочит этот период открытия пляжного сезона. Но страна должна жить. Несмотря на войну, страна должна жить, экономика должна работать. В бюджетах громад, в бюджетах муниципий должны быть деньги. Соответственно, Украина это понимает. Есть соответствующие законодательные акты, которые говорят, что бизнес должен работать. Мало того, в Украине до сих пор действует система льготного налогового обложения на период военного времени. То есть можно перейти на единый налог, 2% заплатить, и больше никаких налогов ты не платишь. Эта система на период военного времени дает сегодня экономике жить, то есть можно практически не платить налоги и работать. А вот, минимальные налоги платить. Ну да, безусловно. А вот как это скажется на сельском хозяйстве в Херсонской области, вот это затопление, да, возвращаясь к этой рукотворной техногенной катастрофе после подрыва? Там что? Потому что мы слышим, там затоплены практически огромные территории, система орошения выведена из строя. Вот что происходит сейчас и чего ждать в будущем для этих областей? Ну, очень пострадали бахчевые культуры, потому что Херсонская область в связи с тем, что это земли орошаемые, там в основном овощи, фрукты и бахчевые культуры очень много произрастали. Зерновые в основном они на высоких водах, а вот там, где низкие воды, где много воды, где легко орошаемые земли, там в основном сеяли бахчевые культуры и овощные культуры. Они очень серьезно пострадают, и в этом году, я думаю, что из-за этого будет кризис по овощам и по бахчевым культурам. Хотя в прошлом году, когда Херсонская область была оккупирована, кстати, украинская Одесская Бессарабия очень неплохо на этом, к сожалению, к счастью, заработала деньги, потому что Измаильский район, Килийский район, Ренийский район, Болградский район, площадь бахчевых культур и овощных культур увеличили и немного взаимозаменили Херсонскую область. То есть получается, что сейчас лидирует в этом плане Южная Бессарабия, Одесская Бессарабия, правильно понимаю? Ну да, она дополняет или заменяет Херсонскую область. В прошлом году уже это делал. Ну хорошо, а вот в будущее вот это все восстанавливать, допустим, вода уйдет, что там дальше? Это говорят, что там может возникнуть пустыня на этом месте, как бы, что говорят? Вы знаете, просто такого никогда не было в истории Украины, в истории как бы многих стран. И экологи до конца не могут сказать, что мы получим в результате. Некоторые говорят, мы получим пустыню, некоторые говорят, что за 2-3 года все восстановится, природа, она такая, у нее есть система восстановления у природы, как создана природа. Но не знаю, однозначно экологии нанесен существенный вред. Многие сравнивают как со вторым Чернобылем. Но сколько времени придется для восстановления всего этого, ну, сегодня тяжело сказать, даже экспертам. Хорошо, а вот будет способствовать это, не знаю, там,
риском, связанным с ухудшением эпидемиологической ситуации в Одессе в связи с тем, что вот огромное количество вот этой с водой из Каховской ГЭС прибыли туда на побережье Одессы, не знаю, там могильники, и все это вскрылось и в Черное море. Как бы с этим как обстоят дела? Ну, как говорят мои знакомые экологи, как раз вот море, оно очень хорошо самовосстанавливается. Ага. Именно морская вода, она уничтожает микробы, она самовосстанавливается намного быстрее, чем пресная вода. Поэтому с морем должно быть все намного легче. Но однозначно, я думаю, для нас сейчас главное победить врага. Для нас сейчас главное прогнать врага с нашей земли. После этого все восстановим. Я думаю, что мировое сообщество нам поможет и в экологии, в восстановлении экономики, в восстановлении разрушенных российскими варварами зданий, школ, учреждений. Понимаете? Поэтому сейчас самое главное победить врага. Хуже войны быть не может. Во время войны, понимаете, никто не обращает на холеру, на кишечную палочку. Никто на это... Тут такое, знаете, выбирайте из двух зол меньше. Поэтому... Это все равно, что думать о парфюме, когда хата горит, да? Что-то вроде этого, вот примерно так, да. Абсолютно верно. Хороший запах в хате или плохо. Да, Но сегодня мы имеем дело, Россия показала себя полностью во всех самых негативных. Она показала себя как убийца, как мародер, как террорист, как экологический террорист, как международный террорист. То есть уже вот даже когда Россия предложила там, давайте создадим комиссию и расследуем почему, ну слушай, мы создавали комиссию по расследованию там по Леновке, помните, когда прилетел снаряд и погибли азовцы? Да. Создали комиссию. Знаете, что произошло? Что? Через месяц, под эгидой ООН, кстати, она создавалась. И через месяц все тихо, культурно забыли за эту комиссию. Потому что допуска Россия не допустила до Леновки. И эта комиссия тихо, вот, что-то слышно про нее? Нет. А так громко, и вот мы создадим международную комиссию под эгидой ООН. То же самое сейчас сделали. Хотя и румынские сейсмологи, и многие сейсмологи международные говорят, что был взрыв, а не обстрел. Хочешь утопить дело, создай комиссию. Создай комиссию, точно так, да. Ну, я так понимаю, что настрой до конца, сколько бы времени не понадобилось, чтобы изгнать врага с территории в этом году, в следующем году, но как бы настрой очень серьезный, и его хватит надолго, по вашим ощущениям. У Украины нет другого шанса сохранить свою государственность. У украинского народа нет другого шанса, как Украинский народ свободолюбивый народ. В Украине, почему за украинское государство воюют все и русские, и болгары, и гагаузы, и молдаване? Потому что Украина пример свободы. В Украине, вот даже в 2014 году, я приводил пример часто, в 2014 году и сейчас народ помогал в городе Мариуполь, где 80%, 78% населения русскоязычных, помогали копать окопы украинской армии, чтобы не пришел русский мир. Понимаете? То есть русские Мариуполя чувствовали себя в украинском государстве намного больше защищенными и намного больше справедливость такого украинского государства получали, чем какой-то непонятный русский мир, который сегодня там даже пытается из Мариуполя сделать типа конфетку, там массово что-то восстанавливает, но это такая пыль в глаза, можно сказать. Ну, то есть там практически город в руинах до сих пор, я правильно понимаю? Там какое-то кафе, насколько я понимаю. Там, насколько я знаю, я слышал, там сделали один показательный квартал. Сейчас пытаются там второй квартал какой-то сделать. Понимаете, но с другой стороны Украина показала свою родную Бучу, и Ирпень восстановила практически полностью за год. То же самое будет уже с освобожденным Мариуполем. Поверьте мне, после освобождения от российского агрессора Мариуполя за год вы не узнаете город. Год-два, и мы Мариуполь тоже восстановим. Ну, мы желаем Украине как можно быстрее освободить и восстановить Мариуполь, и не только Мариуполь, все города и населенные пункты
Украины, которые сейчас находятся время под оккупацией. Господин Демчугу, я благодарю вас за то, что пришли к нам, и желаем стойкости вам и всем одесситам и всей Украине, да, и как можно быстрее победить в этой преступной позорной войне. Спасибо. Для нас это самое главное. Мы входим сейчас в очень сложный период. Будет очень много и негатива, и погибших, и то же самое, что происходило год назад. Активная фаза, к сожалению, этой войны, но эта фаза очень важна для Украины, потому что Украина готова контрнаступать. Украине уже есть чем контрнаступать. Украинская армия очень мотивированная, очень мотивированная. Она была мотивирована в обороне, дала по зубам. А теперь она даст пинка под зад. Извините за выражение. Агрессия. А что тут извиняться? Тут как бы можно даже не стесняться этих выражений. Спасибо большое, господин Демчугу. Да. Спасибо большое. Спасибо вам за поддержку. До свидания.